Здравствуйте. Здравствуйте. Пополнение в семье Насыбуллиных ждут в январе. Алия – будущая многодетная мама. Поздравить их сегодня пришла глава Минсоцзащиты. Причина – с Нового года они получат подарочные комплекты для новорожденных. Все они изготовлены у нас в республике. Пеленки, все для гигиены, личной гигиены, памперсы, даже валенки есть. Это все вещи необходимы для первого времени. Коробку новорожденного с января будут вручать семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Получить можно в роддоме при выписке. Для этого нужна лишь справка о доходах семьи. Проект мы реализуем прежде всего по поручению президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова для того, чтобы поддержать семьи с низкими доходами. Потому что при рождении детей в любом случае, какая бы семья ни была, доход, доходы снижаются. Ежемесячная выплата на первого ребенка с 1 января тоже изменится. Ее по поручению президента России Владимира Путина уже 2 года получают семьи с низким доходом. Дочке Анастасии Захаровой всего годик, поэтому после Нового года сразу всей семьей придется переоформлять документы. Я получаю декретные с работы до 1,5 лет тоже. И то есть это огромный плюс, то, что я сейчас буду получать социальные выплаты путинские до 3 лет. Очень нужно, потому что у нас маленький ребенок. Если сейчас эту сумму получают семьи, чей средний доход не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума и выплачивается она до того, пока ребенку не исполнится 1,5 года, то с 1 января 2020 года уже эту сумму будут получать семьи, чей средний доход не превышает 2-кратного прожиточного минимума и будут выплачивать до 3-летнего возраста ребенка. По нацпроекту «Демография» на эти выплаты выделят 4 миллиарда рублей из федерального бюджета. А справки о доходах семьи можно получить в отделениях Республиканского центра материальной помощи. Они начнут работать со 2 января. Вероника Ганудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.